Зеленский назвал дату прекращения огня и условия компромисса. Германия жестко прессует Трампа. Чернобыль снова под угрозой. Пробита защита саркофага. А во всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Путин делает ставку на Трампа. Кремль готов к затяжной войне, надеется на выгодные условия мира. Фондовые рынки летят вниз, экономика США теряет триллионы, и какое решение принимает в НАТО? Польша предупреждает, российские и белорусские хакеры уже влезают в выборы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Зеленский допускает компромисс по оккупированным территориям, но без признания их российскими. Президент Украины заявил, прекращение огня с РФ возможно уже в ближайшие недели или месяцы, если усилить давление на Москву. На сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню всі ми об'єднані. Питання тиску на русських, щоб дійти до цього. Я думаю, що це можливо зробити максимально найближчі тижні, може місяці, так, але може бути по-різному, іноді все в один момент відбувається. При этом Украина никогда не признает оккупированные земли российскими, но может вернуть их дипломатией, если военного пути не будет найдено. Россия не намерена прекращать боевые действия в Украине, независимо от того, приведут ли переговоры к миру. Кремль рассчитывает, что президент США Дональд Трамп предложит условия, приемлемые для России. В ответ на возможное введение США вторичных санкций против российской нефти из-за отсутствия прогресса в прекращении огня, российские источники говорят, что власти ничего не собираются менять и совсем об этом не переживают. Для России приемлемые условия мира фактически означают капитуляцию Украины. Владимир Путин требует, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО, принял ограничения на размер своих вооруженных сил и признал реалии на местах, то есть фактическую оккупацию восточных и южных регионов Украины, захваченных Россией с февраля 2022 года. Путин продолжает настаивать на своих условиях, несмотря на критику со стороны Трампа за затягивание мирных переговоров. Кремль утверждает, что работы над соглашением продолжаются и выражает готовность к дальнейшим переговорам. Но, учитывая продолжающиеся боевые действия и мобилизацию дополнительных 160 тысяч солдат, ситуация остается напряженной. Госдеп поднимает ставки. Марко Рубио сделал громкое заявление, которое может потрясти основы НАТО. Во время брифинга в Брюсселе с генеральным секретарем Альянса он настоятельно потребовал от всех союзников блока поднять оборонные расходы до 5% от ВВП. Рубио уверен, что все страны-члены НАТО способны это сделать и не принимает оправданий. Он не верит, что некоторые страны не могут выделить такие средства из-за нехватки бюджета. Скорее всего, он считает, что все это не более чем отговорки, и, судя по всему, США ожидают от своих партнеров гораздо большего. Это собрание не просто партнеров и союзников, а очень продвинутых экономик богатых стран, которые могут сделать больше. Могу заверить, у нас тоже есть национальные потребности, но мы приоритизируем оборону и рассчитываем, что наши партнеры сделают то же самое. Если другие государства не выполнят требования, может возникнуть вопрос о целесообразности дальнейшего членства в Альянсе. На фоне глобальных угроз, таких как российская агрессия, Рубио уверен, что НАТО должно быть готово к любым вызовам, а за это нужно платить. Что это, непонимание или давление? Как думаете вы? Не забывайте писать свое мнение в комментариях под этим видео. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. А украинская делегация в ближайшее время прибудет в США. Все готово к переговорам о сделке по минералам.
Министр финансов США Скотт Бессент объявил, что делегация из Украины вот-вот приедет в Вашингтон для ключевых переговоров по соглашению об украинских недрах. США не хотят терять ни минуты и спешат заключить важную сделку, которая будет иметь значение не только для двух стран, но и для глобального мирного процесса. Встреча, по словам Бессента, может состояться уже в конце этой недели или в начале следующей, но смогут ли договориться окончательно в этот раз? Получится ли найти общий язык, не потеряв суверенитет? Об этом поговорили с украинским политологом Вадимом Денисенко. Ну, в любом случае, стороны будут договариваться, и стороны имеют еще определенное время для люфта. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что главный договор – это договор между Путиным и Трампом, если Путин говорит о том, что он на самом деле собирается останавливать войну. Если он собирается это делать, тогда процессы будут ускоряться. Если он тянет время, пока он только это делает, что тянет время, я думаю, что вопрос подписания или не подписания договора о редкоземельных металлах Украина-США, он просто будет идти в таком себе вялотекущем режиме, хотя опять-таки время будет поджимать, потому что Трамп, судя по всему, он сейчас снова начнет в определенной мере ускорять эти процессы. Но это не имеет глобального значения, будет это через неделю или будет это через 14 дней. Стороны, да, ищут компромиссы, и я думаю, что к какому-то более-менее понятному компромиссу стороны придут. Чернобыльская АЭС все еще в опасности. После попадения российского дрона по саркофагу 4-го энергоблока уровень радиации все еще очень высок. Дрон проделал дыру площадью 15 квадратных метров во внешней обшивке арки. Дефекты затронули площадь в 200 квадратных метров. Также были повреждены некоторые соединения, конструкции и болты. Після того, як в неї влучив російський дрон, арка не може виконувати передбачені проєктом функції, тобто захист навколишнього середовища від впливу іонізуючого випромінювання. Авария на атомной электростанции произошла почти 40 лет назад, но даже несмотря на это, ЧАЭС все еще остается в центре внимания. Польша передала Украине 5000 терминалов Starlink Enterprise, которые обеспечат стабильную связь для военных, больниц, школ и энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Эти устройства помогут поддерживать связь даже в условиях разрушенной инфраструктуры и обстрелов. Суммарно Украина получила уже более 50 тысяч таких терминалов, из которых 29,5 тысяч от Польши. Starlink Enterprise может поддерживать большое количество пользователей без потери скорости, что крайне важно для фронта. Трамп сдастся, считают в Германии. Министр экономики прямо сказал, президент США прогибается под давлением, а значит, Европе пора действовать, давить еще сильнее. Вот что я вижу. Дональд Трамп прогибается под давлением, корректирует свои заявления под давлением. Но логическим следствием этого является то, что он также должен почувствовать давление. И это давление теперь должно быть оказано со стороны Германии и Европы в союзе с другими странами. И тогда мы увидим, кто окажется сильнее в этой борьбе рук. Ну а пока Трамп не сдается, проблемы начинают ощущать даже производители алкоголя, например, коньяка. Это может помочь компенсировать то, что они больше не будут покупать в Европе, но они, американские винодельческие предприятия, все равно будут импортировать дуб из Франции, который, очевидно, также будет облагаться налогом. Но в конечном итоге последствия будут меньше. Теперь винодельни, которым нужна французская продукция, сделанная во Франции, это французское ноу-хау. Мы можем надеяться, что они будут продолжать приходить и заказывать ее во Франции, несмотря на налоги, а не производить ее у себя дома. А вот сам Дональд Трамп считает, что он победил, так и написал в своей соцсети. Операция завершена, пациент выжил и идет на поправку. Прогноз – он станет гораздо сильнее, больше, лучше и выносливее, чем когда-либо. Сделаем Америку великой снова. Но вот американский фондовый рынок с колен вставать почему-то не спешит. Он потерял около 2 триллионов долларов за один день после введения пошлин. Посмотрим, как будет дальше. Ну а тем временем министр иностранных дел Норвегии говорит, что пошлины в принципе нарушают правила, по которым играют в НАТО, потому что одно из главных правил — это союзники должны избегать экономических конфликтов. Саму Норвегию Трамп обложил пошлиной в 15%.
Еще один президентский запрет и еще один президентский скандал. Американские дипломаты теперь не могут иметь сексуальных отношений с гражданами Китая. Это новый указ от Трампа, который поражает своей прямолинейностью и непредсказуемостью. Запрещено даже состоять в романах с китайцами. Причем под удар попадают не только сами госслужащие, но и их семьи. Единственное исключение – те, кто уже состоял в отношениях до введения запрета. Ну и для них есть условия. Нужно получить специальное разрешение. Зачем это сделано? Какой эффект этот шаг должен оказать на отношения между двумя странами? Как думаете вы, что изменится? Пишите в комментариях, интересно узнать. Мощная кибератака на офис партии «Гражданская платформа» в Польше. Вице-премьер и министр цифровизации Krzysztof Gawkowski заявил, что за атакой стоят группы из России и Беларуси. У нас есть подтверждение того, что данное действие не было совершено случайно. Атака, подобный инцидент, может затронуть любую политическую партию, любое государственное учреждение. Премьер Дональд Туск также подтвердил факт кибератаки и подчеркнул, что она является частью внешнего вмешательства в польские выборы. И затронуты именно те системы, которые занимаются подготовкой к этим самым выборам. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.